В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. В отделение МВД России по Юсмайскому району обратилась 55-летняя женщина. Она пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился оператором сотовой связи. Он сообщил, что якобы на имя женщины накопились 2000 рублей, которые хотят возместить абоненту. Для перечисления денег звонивший попросил банковские данные потерпевшей, в том числе пароли из СМС-сообщений. Женщина сделала все по инструкции, после чего на ее телефон поступило сообщение о списании с банковского счета 15 000 рублей. Завершив операцию, злоумышленник бросил трубку. Выяснилось, что к кредитной банковской карте потерпевшей подключена услуга мобильного банка. Тем временем мошенники наживаются не только на своих согражданах, но и на иностранцах. Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Установлено, что в июле 2018 года к обвиняемому обратился его знакомый по поводу снятия запрета на въезд в Российскую Федерацию 3 гражданам Китайской Народной Республики. Обвиняемый умышленно умолчал о факте увольнения из Управления по вопросам миграции МВД по республике и сообщил, что за определенную плату решит вопрос. Так обвиняемый обманным путем получил у потерпевшего денежные средства на общую сумму 415 000 рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд. В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь». Площадь возгорания превысила 450 квадратных метров. В тушении участвуют 38 человек и 13 единиц техники. По последним данным, пожар локализован. Отмечу, что теплоход построили в 1955 году на судоверфях ГДР, когда он получил название «Родина». В 2006 году судно прошло последнюю модернизацию и было переименовано в «Святую Русь». Басманный суд Москвы приговорил к реальному сроку заключения женщину за ложное сообщение о минировании Курского вокзала. Суд признал 36-летнюю уроженку Пермского края виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Напомню, в апреле женщина в состоянии алкогольного опьянения и с хулиганских побуждений позвонила в службу 112 и сообщила, что на Курском вокзале заложена бомба. Из-за этого пришлось эвакуировать пассажиров. Сообщение оказалось сложным. В прокуратуре отметили, что ранее женщина уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вменяется совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийства сотрудника спецназа. Об этом накануне заявил начальник управления Генеральной прокуратуры Киргизии. По его словам, бывшему главе государства инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийств и организация захвата заложников. Атамбаев, обвиняемый в коррупции и лишенный неприкосновенности, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Койташ Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Индийские власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в нескольких областях штата Керала на юге страны из-за наводнений, которые привели к гибели почти 100 человек. Отмечается, что режим ЧС затронул области Индуки, Эрнакулам и Алеппи. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция. Наводнения в 3 штатах Индии достигли такого уровня, что от стихии пытаются спастись даже самые беспощадные водоплавающие хищники. Напуган даже крокодил. Эти кадры – самое красноречивое свидетельство серьезности ситуации в индийском штате Карнатака. Наводнение там достигло такого уровня, что даже беспощадный водоплавающий хищник предпочел спастись на крыше дома, а не оставаться в мутных водах. Как сообщают местные издания, животное провело на металлическом шифере несколько часов, после чего отправилось по своим делам. Для местных жителей этот курьез стал желанным способом отвлечься от, в буквальном смысле, захлестнувших их проблем. Из-за сильнейших дождей под водой оказались сразу 3 штата Индии – Карнатака, Керала и Махараштра. Затоплены тысячи небольших населенных пунктов, сотни тысяч местных жителей вынуждены ютиться в центрах для беженцев. Погибшими из-за стихии числится 147 человек. В последние сутки уровень воды начал снижаться, но теперь власти опасаются эпидемий, ведь во многих населенных пунктах нет питьевой воды, и жителям приходится фильтровать нечистоты. Аэропорт Гонконга открылся спустя сутки после приостановки работы из-за массовых протестов, охвативших специальный район Китая. Подробности в следующем материале.
Аэропорт Гонконга во вторник частично возобновил работу, остановленную накануне из-за протестов в зале прилетов. Однако сотни рейсов все еще отменены. Авиакомпании Vietnam Airlines, Jetstar Pacific и Malaysia Airlines призвали путешественников пересмотреть свои планы. Часть пассажиров с уважением отнеслась к позиции протестующих, несколько дней находившихся в главном терминале одного из крупнейших транспортных узлов Азии. Но неудобства, разумеется, не доставили много радости. Я всегда поддерживаю свободу выражения собственной позиции. Думаю, они просто борются за свои права. И это я действительно уважаю. Поэтому и продолжаю ездить в Гонконг на встречи. Ну да, я понимаю, о чем они говорят. Но люди хотят попасть домой или по делам, так что отмены доставляют кучу неудобств. Многие просидели или пролежали тут всю ночь, но люди по-прежнему помогают друг другу. Большинство демонстрантов покинули здание аэропорта после полуночи. К утру вторника там оставалось около 50 человек. Тем не менее, главный авиаперевозчик Гонконга Cathay Pacific заявил, что отменяет на вторник около 200 рейсов и будет осуществлять лишь ограниченное число полетов для транзитных пассажиров. Таковы были новости о чрезвычайных происшествиях. До встречи в эфире.